Когда-то очень давно, насобирав в лесу хвороста, Саадат возвращалась домой. И у подножья заснеженного склона она увидела замерзшую птицу. «Смотрите, ах ты, бедняжка!» Хотя совсем окоченела, она все еще жива. Заберу-ка я ее к себе в юрту и попробую отогреть там. Быть может, еще не поздно совсем. Апа, смотрите, я нашла замерзшую птицу. Она еще жива. Поможем ей? Конечно, доченька, не пропадать же ей на улице в такую стужу. Сейчас подбросим дровишек в костер и отогреем ее. Отогрев ее, они смазали ранки настойкой горных лекарственных трав. Несколько дней кормили и поили птицу. Маленькая ты моя птичка, все у нас будет хорошо. Спустя какое-то время птица окончательно поправится. Все время будет весело щебетать в юрте, играя Саадат в догонялки и прятки. Теперь мы с тобой друзья и никогда уже не расстанемся. Но как-то раз мать забыла закрыть двери юрты, и птица улетит. Что же я наделала? Как же я могла забыть закрыть двери? Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь же доча совсем расстроится. Прости меня, доча, это я забыла закрыть двери. Несколько дней Саадат будет смотреть на небо в тщетных попытках хоть как-то узреть эту птицу. Нет, доченька, сегодня тоже ее не было. Где же ты, моя птица? Мы же так сроднились за эти дни. Мы бы с тобой играли в прятки и догонялки. Я бы накормила тебя пшеном и напоила бы родниковой водой. Ну покажись ты хоть одним крылом, друг мой бесценный. И так каждый день Саадат все смотрела на небо, ожидая свою птицу. Сегодня тоже все глаза проглядела. Нет ее. Все будет хорошо, доченька. Ты только верь. Скажи-ка ты мне, кого ты там все высматриваешь? И Саадат расскажет всю свою историю старушке. Послушай-ка меня, если вы стали по-настоящему друзьями, то она обязательно вернется. Поверь мне, я-то свое пожила. Хорошо. Но в один из дней, ожидая свою птицу, Саадат заболела и слегла в постель. Мать накрывала ее теплыми одеялами, отпаивала настойками горных лекарственных трав и горячим бульоном. Даже пригласила лекаря, но все было тщетно. И вот когда надежда совсем угасла, внезапно вернулась птица с двумя птенцами и озарила всю юрту веселым щебетанием.
Увидев и услышав их, Саадат тут же поправилась. Я же говорила тебе, что настоящий друг обязательно вернется. Спасибо вам, что заставили поверить меня. Вот такая вот сказка случилась в Кыргызских горах.